Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. В последние дни на небольших автозаправочных станциях наблюдается отсутствие одного или сразу нескольких видов топлива. Можно ли говорить о дефиците бензина и в чем причина его нехватки? Фейк-ньюс как оружие информационной войны. В медиацентре МИД состоялась встреча секретаря Союза журналистов России с абхазскими журналистами. Благотворительный фонд «Баракят» продолжает помогать многодетным малоимущим семьям. В Сухуми прошел отчетный концерт участников проекта «Окно в будущее» для молодых талантов, который реализуется Центром культурного развития «Промо-Арт». Проект инвестпрограммы на 2023-2025 годы обсудил премьер-министр Александр Анкваб с вице-премьерами и руководителями УКСа, сообщает пресс-служба правительства. Лимит финансирования новой инвестпрограммы определен в размере 4 миллиардов 50 миллионов рублей. Мероприятия проекта поделены на 4 блока: развитие автодорожной сети, энергетика, водоснабжение и водоотведение, здравоохранение. Всего 41 мероприятие. Наиболее значимыми крупными являются проекты строительства детской республиканской больницы, канализационные очистные сооружения в Гудауте, водоочистные сооружения в Гагре, реконструкция подстанции. Предусмотрен капитальный ремонт аварийных участков и освещение республиканской автомобильной трассы Псоу-Сухум. В последние дни на небольших автозаправочных станциях наблюдается отсутствие одного или сразу нескольких видов топлива. Можно ли говорить о дефиците бензина и в чем причина его нехватки? В причинах разбиралась Эсма Гуланзе. Здравствуйте. Скажите, есть у вас бензин? Вообще никакого нет. По талонам. В последние дни такая ситуация наблюдается на многих небольших автозаправочных станциях. Нет либо одного, или сразу нескольких видов топлива. К примеру, на станции «Азид», расположенной недалеко от Сухумского ЖД вокзала, в наличии только 95-й бензин. Встретившиеся нам водители рассказали, что планировали залить 92-й, но ввиду его отсутствия заправляются тем, что есть. Я здесь заправляюсь. Здесь только 95-й. Вы его заливаете, да? Да. А второго нету. А почему на другую заправку не поехали? Ну, это чуть далеко, я здесь близко живу за это. Гурщину что делать? Заправляетесь 95-м, да? Ну да, сейчас за вторым конец города ехать просто нереально тоже. А вообще эти дни есть какие-то проблемы с топливом? Ну, например, вот здесь, на этой заправке, уже где-то неделю, дней 5, наверное, проблема. Есть проблемы, цены какие вот большие, не знаем даже. А с самим топливом было такое, что вы приехали на заправку, бензина нет? Ну да, вот на этой заправке, да. Заправки. Вы 95-м заправились? Ну да, приходится пятого, как второго, нет, это пятым. Где-то еще были на каких-то заправках? Нет. Нет 92-го и на заправочной станции, расположенной на турбазе. На АЗС и Интерхайвей он есть, однако выдается строго по талонам. При этом крупная заправка «Азид» не испытывает какого-либо дефицита топлива. Здесь в наличии все виды горючего. Мы обратились в Министерство экономики, чтобы выяснить причины сложившейся ситуации. В целях планирования расходов и остатков нефтепродуктов компаниями, которые занимаются оптовыми поставками, и теми же, занимающимися параллельно розницей, было принято решение, что необходимо обеспечить нефтепродуктами в первую очередь их главные заправки. Это касается в том числе ситуации с «Азидом». На заправке, которая расположена в районе вокзала, на протяжении, наверное, последней недели наблюдается, что шланги скручены, но в то же время любой желающий может заехать на их заправку в районе Маяка и там заправиться. Как известно, наша республика сама не производит нефтепродукты. На данный момент все поставки ведутся из России. Доставляется топливо в основном вагонами, при загруженности железнодорожных путей цистернами. На сегодняшний день есть сложности с поставками, однако они не критичные. У нас есть сложности с поставками, это связано и с ценами, и со сроками доставки, и с тем, что происходит на российском рынке нефтепродуктов, то есть волатильность и постоянное изменение цен чуть ли не ежедневное. Но в то же время вопрос дефицита нефтепродуктов в стране не стоит.
С августа прошлого года Министерство экономики ежедневно запрашивает сведения об объемах топлива у всех, кто занимается оптовыми поставками нефтепродуктов. По словам Теймураза Миквабия, согласно всем этим отчетам, топлива вполне хватит до следующих поставок. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 18 апреля под председательством спикера парламента Лаша Ашуба состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов, где обсуждались вопросы, связанные с определением численного и персонального состава парламентских комитетов. В соответствии с Конституцией Абхазии парламент образует из числа депутатов комитеты и комиссии на постоянной основе, персональный состав которых формируется с учетом положения каждого депутата. Численный состав каждого комитета определяется парламентом. Кандидатуры председателей комитетов и комиссий выдвигаются депутатами и избираются тайным голосованием. Члены комитетов и комиссий утверждаются парламентом открытым голосованием. Каждый депутат, за исключением спикера, обязан состоять в одном из комитетов и комиссий парламента. 17 апреля в вербное воскресенье первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила дом-интернат для престарелых в Сухуми. Она ознакомилась с условиями содержания постояльцев приюта, привезла подарки, пасхальные сладости, специализированные комплекты постельного белья для лежачих больных. Подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. В старости, как и в детстве, радуются малому, видят прекрасное в простых мелочах. А старики, живущие в доме престарелых, нуждаются во внимании, общении и празднике вдвойне. Неожиданный приезд первой леди страны Аэлиты Ахиба в вербное воскресенье приятно удивил постояльцев дома-интерната. В сопровождении директора учреждения Анны Кварчия супруга президента ознакомилась с условиями жизни пожилых людей и лично пообщалась с ними. С праздником! С праздником! Сегодня вербное воскресенье. Вашей семье, детям, внукам, всем самого хорошего и голубого неба. Спасибо. Вам большое спасибо, что не забываете. Спасибо, дайте мы чем стараемся. Спасибо, дорогая. Спасибо. Вера Молдаван живет в интернате уже 10 лет. Она рукодельница. Любовь к вязанию у нее с самого детства. Увидев первую леди, она с радостью подарила ей несколько своих изделий. Пришла в 60. Прекрасно выглядите. Вот 10 лет. Ну, Катя Константиновна мне рисовую муку покупает для лица, я делаю маски. Сейчас в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Сухуми находится 44 человека. 16 мужчин и 28 женщин. Для многих пенсионеров такие учреждения становятся вторым родным домом, где они ощущают полноценную заботу и любовь. С праздником вас! С праздником! Всех вам благ! Живите долго! Вы очень красивая женщина! Вы очень красивая женщина! Они волос красят здесь, и девочки волос Книги красят, читайте! маникюры, да. Книги читайте! Так обязательно, Да, и конечно. маникюр у вас красивый! Как же! Настоящая женщина! Конечно! Настоящая женщина! Аэлита Ахиба приехала не с пустыми руками. Подопечным дома-интерната она привезла комплекты постельного белья, на матраснике, простыни, подарки и пасхальные сладости. Честно говоря, я думала, проблем будет больше в этой структуре, в этом учреждении. Но, видимо, усилиями и вышестоящих организаций, и непосредственно руководителей этого учреждения совершенно обстановка приятная, люди улыбаются, они даже красивые, такие пожилые люди, за 90 лет несколько человек, и они улыбаются, радуются. Как удалось выяснить, и медикаменты какие-то есть. Здесь не медицинское учреждение, но тем не менее какие-то некоторые необходимые лекарства срочного характера, они есть. Вот. Но отношения замечательные. Первая леди также отметила, что было бы неплохо, если студенты медицинского колледжа и других образовательных учреждений посещали дом престарелых для получения необходимых практических навыков. Аэлита Ахиба пожелала постояльцам приюта здоровья и долгих лет, а руководству дома престарелых сил и успехов в их благородном, нелегком труде. Сария Кварацхелия, Абхазское телевидение. Фейк-ньюс как оружие информационной войны. Для чего их используют и как им противостоять? В медиацентре МИД состоялась встреча секретаря Союза журналистов России, вице-президента Международной федерации журналистов Тимура Шафира с абхазскими журналистами, на которой обсуждалась данная тема. Встреча организована Союзом журналистов Абхазии в формате А3. Подробности в репортаже Гугут Савардания.
Яркие шокирующие заголовки, а за ними незначительные либо вовсе ложные сведения. Фейки заполонили информационное пространство. Цель – ввести в заблуждение и пошатнуть эмоциональное состояние человека. С зарождением журналистики это всегда имело место быть. А сегодня он приобретает, конечно, в масштабах такой холодной войны, нового этапа холодной войны, идеологической такой активной противостояние. Это все приобретает, конечно, очень серьезную значимость. Дезинформация существовала всегда. С появлением печатных изданий возник такой термин, как «газетная утка». На сегодняшний день в условиях технического прогресса и соцсетей распространить ложную информацию очень просто. Фейки стали бизнесом, говорит секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. Фейки стали приобретать немножко другую окраску. Они стали приобретать немножко другое значение. Из категории каких-то милых развлечений, сплетен о жизни звезд эстрады и все прочее, они стали очень хорошим бизнесом. Они действительно стали очень хорошим бизнесом, они стали хорошим способом заработка денег, они стали очень хорошим способом влияния, как в экономической сфере, так и в политической. Информационные вбросы, особенно во времена происходящих в последнее время событий, в мире участились. Так было и в самом начале появления коронавируса. Стали появляться множество фейков, связанных с COVID-19. В качестве примера Тимур Шафир привел несколько ситуаций. Один из фейков касался китайских туристов, которые якобы были расстреляны российскими пограничниками, просидев до этого несколько месяцев на карантине. Понятно, что в ту же секунду это не могло проверить и китайское посольство. Но эта новость тут же пошла по практически всем иностранным СМИ. В России расстреляны китайские туристы. То есть первая новость, причем очень интересная манера подачи. Первый репринт этой новости, он дается полностью, что были уничтожены китайские туристы, которые застряли в карантине. Следующий заголовок немножко сокращается. В России расстреляны китайские туристы. Просто почему их расстреляли? Там, не вовремя на Красную площадь, может, они вышли. И уже третьи заголовки, уже по традиционной накатанной. Растет напряжение между Россией и Китаем. Граждане Китая убиты в России. На фоне приказа, отданного Министерством обороны России, тут уже становится совершенно очевидным, какую цель преследуют эти новости, откуда растут уши у этих новостей и как эта технология используется. Тимур Шафир сравнивает нынешнюю ситуацию распространения фейков с карточной игрой, которая состоит из небольшой колоды карт и нескольких блоков, куда входят новости военно-промышленного комплекса и экономики, высшего и военного руководства страны, дипломатических отношений, переговоров, заявлений и многое другое. Блоки тасуются, вбрасываются в информационное поле, говорит журналист. Важно при прочтении новостей отключать эмоции. На просторах интернета сейчас можно увидеть множество фотографий и видео, не соответствующих реальности. Отключайте эмоцию. Очень часто включают подобного рода фотографии, видео. Они сопровождаются, вы знаете, такими комментариями. Здесь не надо никаких слов. Или что можно здесь сказать? Здесь только там боль и слезы. Когда вам говорят, что здесь не надо слов, это очень хороший показатель, что здесь надо говорить. Когда вам начинают говорить, что здесь не надо ничего обсуждать, значит, здесь, здесь, скорее всего, и надо что-то обсуждать. Когда вам говорят, что здесь только слезы и боль, да, вполне возможно, что там есть слезы и боль. Но еще с большей долей вероятности там есть холодный расчет. В ходе беседы было отмечено, что фейки появлялись и во время грузино-абхазской войны. Чеченские добровольцы после освобождения Гагры играли в головами убитых грузин в футбол на Гагрском стадионе. Вот. Нет ни одного доказательства, ни видео, ни фото, ни человека, который это видел, да, сказал бы, что я вот это видел. Ни фамилии тех, чьи головы там, так сказать. Но грузины до сих пор, вот они приводят эти аргументы, когда возникают там какие-то баталии в социальных сетях. И нам никак не удается этот фейк до конца опровергнуть. Да. То есть 30 лет живет этот фейк. А это не так много. Это знаете про что песня? Это про бельгийских детей, которых ели немецкие солдаты Первой мировой войны, которые вступили на территорию Бельгии в 1914 году. Значит, я бы почему не вспомнил об этой песне, потому что я ее совершенно неожиданно недавно услышал в новой обработке, где-то на Ютубе. Я даже не поверил себе, но там, да, действительно играет песня «Бельгийские дети», какой-то местный французский ансамбль в каком-то маленьком городке с привлечением современных инструментов.
Вот, я не оправдываю немцев Первой мировой войны, но что-то мне подсказывает, что детей они все-таки бельгийских не ели. В 2014 году у них со снабжением еще было все относительно неплохо, поэтому до каннибализма они там вряд ли доходили. Но песня жива. Значит, грузинскими головами играли чеченцы на стадионе. Ни одной фотографии нету. Ни одного живого, понятно, не головы, а ни одного живого футболиста тоже не осталось там. Ни одного свидетеля этой игры. Закономерно, что вместе с иностранным словом «фейк» появилось и такое понятие, как «факт-чекинг», что означает проверка фактов, информации. И сейчас это приобретает очень большое значение. Информационные технологии и скорость передачи информации нас всех связали в один клубок. И уровень этой ответственности, я еще раз говорю, отражается на нас всех. О том, как бороться с фейками, можно говорить много. Этому явлению еще предстоит дать подробный анализ. Самое главное – проверять источники информации. И со временем важно не изменить понятие о достоверных сведениях. Ведь, как известно, сила должна быть в правде, а не во лжи. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Министерство внутренних дел объявляет о приеме документов для поступления в специализированные вузы Российской Федерации. Все подробности в материале пресс-службы МВД. Министерство внутренних дел Республики Абхазия объявляет прием документов от юношей, кандидатов для поступления в вузы МВД Российской Федерации. Курсанты из Абхазии обучаются в специализированных вузах России на основании соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации от 11 ноября 2009 года. И с каждым годом количество абитуриентов увеличивается. Осуществляется набор на обучение в Нижегородскую академию МВД России по специальности правовое обеспечение национальной безопасности и экономическая безопасность, Краснодарский университет МВД России по специальности правовое обеспечение национальной безопасности, Орловский юридический институт МВД России по направлению юриспруденция и Воронежский институт МВД России по специальностям компьютерная безопасность, информационная безопасность телекоммуникационных систем и специальные радиотехнические системы. Выпускники вузов МВД России, направляемые на обучение от МВД Республики Абхазия, поступают на службу в органы внутренних дел Абхазии уже квалифицированными специалистами, обладающими как специальными знаниями служебных дисциплин, так и предметной практикой. За 5-летний срок обучения курсанты также проходят в полном объеме физическую, строевую и боевую подготовку. Прием документов осуществляется с 1 по 20 мая. За справками обращаться в Управление кадров МВД Республики Абхазия по адресу город Сухум, улица Академика Мара, 35. Благотворительный фонд «Баракят» продолжает помогать многодетным малоимущим семьям. А в селе Акуаске для семьи Ферзба фондом закуплены материалы для замены электропроводки на сумму порядка 17 тысяч рублей. Репортаж Алики Трапш. Электропроводки в доме многодетной семьи Ферзба больше 30 лет. Из-за обветшалости проводов несколько раз бывали короткие замыкания. К счастью, обошлось без пожара. Семья не в состоянии была закупить материалы для замены электропроводки, и тогда они обратились за помощью в благотворительный фонд «Баракят». У нас выдалась такая возможность, и мы приобрели все необходимое для того, чтобы в этом доме заменили электрику, чтобы не случилось пожара, так как было не один раз короткие замыкания были. Проводка, она уже старая, изжила все свои ресурсы. В данный момент мы помогли с проводкой, но это не первая помощь, которую мы оказываем. Мы стараемся комплексно подходить к оказанию помощи. Основная сейчас в данный момент наша направленность – это сельскохозяйственная помощь, чтобы люди могли сами себя содержать, выращивать культуры на своем участке и как минимум содержать сами себя. Энвер Ферзба Гундахиса воспитывает 4 детей. Самому старшему 20 лет. Он инвалид первой группы. 2 школьниц, самой младшей 5 лет. В настоящее время отец семейства временно отсутствует по причине болезни. Его сестра Гунда Ферзба всячески старается поддержать семью брата. Стоит отметить, что она тоже инвалид. Зрение на одном глазу 10%, другой не видит вообще. Многодетная семья живет своим трудом. Есть небольшое хозяйство. Разводят кур, цесарок, крупнорогатый скот. Есть небольшой сад орехов фундука. В сезон они собирают орех и по возможности продают. Пенсии очень маленькие. Пособие детское мы практически не получаем. Половина суммы. А так семья, фонды нам помогают. Фонд Гераз нам очень сильно помогает.
Фонд «Баракят» помогает. Дал нам 100 килограмм картошки, чтобы вот мы уже его посадили. При содействии администрации села и неравнодушных жителей в семье Ферзба поставили 2 железобетонных столба. Теперь все провода необходимо будет перенести на них. Как сообщила Гунда Ферзба, они уже нашли электрика. Кроме этого, в замене нуждается кровля дома. Во время дождей практически вся крыша протекает и водой заливает комнаты. У семьи Ферзба есть участок в 1 гектар. Там они планируют посадить кукурузу. Но прежде необходимо укрепить ограду. Благотворительный фонд «Баракят» планирует помочь и с закупом колючей проволоки и колышек. Все, кто также желает оказать помощь многодетной семье Ферзба, могут обратиться в благотворительный фонд «Баракят». Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Абхазской государственной филармонии прошел отчетный концерт участников проекта «Окно в будущее» для молодых талантов, который реализуется общественной организацией «Центр культурного развития «Промо-Арт». О проекте и его участниках в репортаже Аманды Пония. Песнями и танцами украсили вечер уже полюбившиеся молодые музыканты. В исполнении молодежи из разных районов Абхазии прозвучали песни на абхазском, русском и английском языках. Каждого из них объединила музыка и проект «Окно в будущее» для молодых талантов. Целью проекта является выявление творческой молодежи Абхазии и реализация их творческого потенциала. Сандра Гварацхеля рассказывает, что это лучшее, что с ней могло произойти. В проекте она приобрела новых друзей, выступает на большой сцене и продолжает развивать свое творчество. Песню я исполняла «Underneath It All» из сериала «Виолетта». Выбирала сама, просто очень понравился перевод и сама песня просто. Честно, подготавливалась, можно сказать, сама почти, но благодаря Абзагу я выступила сегодня. Ты первый раз на сцене выступаешь? Нет, не первый. Участников проекта отбирали на творческих смотрах. Им бесплатно предоставлялась возможность создания музыкальных произведений и съемок клипа. Спасибо, что я жив, спасибо за мой путь, дарованный тобой, начертанный тобой, продуманный тобой. Я трачу время зря, прошу, прости меня, прошу, прости меня. За время реализации проекта во всех районах Абхазии было проведено 12 обучающих музыкальных мастер-классов, в которых приняли участие около 200 человек. В Сухуми открылась музыкальная студия. Более 50 музыкантов и вокалистов получили возможность записать свою первую песню. На данный момент выпущено 12 музыкальных клипов. Это все, что после меня. Это все, что возьму я с собой. Мы ездили по районам Абхазии, отбирали талантливую молодежь. На основе их идей, там, может, кто-то текст писал, кто-то писал музыку. Мы старались написать готовые песни, аранжировки, чтобы у участников уже было какое-то музыкальное произведение свое готовое. После этого мы уже снимали им музыкальные видео, музыкальные клипы, которые показывали по телевидению и в социальных сетях. То есть, приходя в этот проект, участник получал возможность получить свою первую песню, музыкальный клип и аудиторию, которая, в принципе, уже знает, так скажем, этого артиста. Для молодых ребят участие в проекте стало первым весомым шагом в музыкальной карьере. В их словах чувствуется волнение, но и радость. Каждый из них предан музыке и готов продолжать свой творческий путь. Хочу выразить слова благодарности организаторам творческого проекта «Окно в будущее» и лично поблагодарить Абзагу Марухба за предоставленную возможность. Я под большим впечатлением жду нового выхода на сцену. Хочу пожелать своим друзьям и всем участникам этого проекта удачи.
Отчетный концерт состоял из 2 частей. На сцену также были приглашены участники еще одного проекта «Культурный пилот», который реализуется общественной организацией «Захара» под руководством Тимура Самса. Музыкальная группа, созданная в рамках данной организации, была основана в 1996 году в городе Сухом. В своем творчестве музыканты используют стиль смешения фольклора с современной поп-музыкой. Могу сказать, что можно было бы лучше, выводы сделаны, грубо говоря, будем работать дальше, но не могу сказать, что как-то кто-то себя не очень хорошо проявил. Для меня все они самые лучшие, и после даже этого концерта, после завершения проекта мы будем искать возможности, чтобы дальше как-то взаимодействовать. Я всегда остаюсь на связи, они мне пишут, я как бы, не прекращаю свою деятельность, наоборот, для меня это тоже первый шаг. Мы познакомились с родительницей одной из участниц. По ее мнению, после долгой паузы из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса такие культурные мероприятия просто необходимы для общества. Правда, что мы болели за каждого участника, потому что это уже большая семья. И у моей дочки появились новые друзья, новые знакомства. И я думаю, что мы будем в дальнейшем участвовать еще не в одном проекте. На этом работа Центра культурного развития «Промо-Арт» не завершается. Организация планирует и впредь помогать молодым людям в реализации их творческого потенциала. Аманда Поня, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. О спорте. В Гагре прошло первенство и чемпионат Абхазии по вольной борьбе. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из городов и районов Абхазии. В 20 весовых категориях младшие и старшие юноши боролись за звание сильнейшего. Соревнования прошли в новом спортивном комплексе вольной борьбы, построенном на средства мецената Алексея Андронова. Все подробности в репортаже Адицы Сагария. Перед открытием турнира гостей и участников порадовал своим выступлением детский хореографический ансамбль «Фортен», после чего состоялись финальные бои. Главный судья соревнований Адам Цвейба. На турнире собрались спортсмены и тренеры, с которых нашей молодежи нужно брать пример, отметил Джамал Губаз. Построен прекрасный зал, оборудованный необходимым спортивным инвентарем. Для юных спортсменов созданы комфортные условия для тренировок. Здесь же можно проводить первенства и чемпионаты на достойном уровне, отметил заслуженный тренер России Ислам Калаев. Я думаю, этот зал послужит местом притяжения молодежи, которая будет в этом зале заниматься. Естественно, все не становятся олимпийцами, олимпийскими чемпионами, но, я думаю, много молодежи будет занято и прогрессировать в спорте. В Гагре давно не проводились такие соревнования по вольной борьбе из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Президент Федерации спортивной борьбы Абхазии Денис Царгуш поздравил тренеров и спортсменов с открытием нового зала. Разговаривали с Кабардино-Балкарией, с министром спорта, с героем Абхазии, с основным супругой. Вот они нам такое предложение сделали, чтобы мы приехали, наших основных ребят, которые лидеры этого возраста, чтобы стенка на стенку мы поехали в Кабардино-Балкарию, чтобы матч такой, можно сказать, детский, юношеский такой матч. И я думаю, кто здесь отборется, кто себя покажет, первые номера, они будут претендентами, чтобы поехать на эту поездку. Приятно осознавать, что такие детские турниры проводятся в республике, ведь этот путь ведет к настоящему успеху. Старший тренер национальной сборной России по греко-римской борьбе Алан Хугаев поблагодарил организаторов турнира за популяризацию данного вида спорта, который в дальнейшем может принести республике большую славу. Мероприятие было организовано Государственным комитетом по делам молодежи и спорту и Федерацией спортивной борьбы Абхазии. Адица Сагария, Константин Парулу, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 19 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. До второй половины дня преимущественно без осадков, к вечеру местами умеренный дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 17-22. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.